Здравствуйте, меня зовут Сахарова Анастасия, ученица 7 В класса МОБУ-СОЖ номер 20. Тема моей работы – предварительные результаты по выращиванию кедра сибирского и кедрового сланника в условиях центральной пути. Кедр сибирский хорошо насыщает воздух кислородом, имеет полезные медицинские свойства и большое хозяйственное значение. Поэтому своей работой хочу помочь садоводам-любителям в выращивании кедра на приусадебном участке. Эксперименты по выращиванию кедра сибирского и кедрового сланника в условиях центральной пути практически неизвестны, только несколько кустов в ботаническом саду. Впервые мною в селе Чурапча проведены работы по интродукции кедрового сланника и кедра сибирского из семян диких видов, произрастающих в Якутии. При этом мы использовали несколько методов посадки семян. Во-первых, садили обеззараженные семена в марганцовке и необеззараженные. Во-вторых, высаживали в домашних и естественных условиях, а также в скорлупе и без скорлупы. Всего высадили 80 семян сибирского кедра и кедрового сланника. Эксперимент длился с 2015 года по настоящее время. В результате сделали следующие выводы. Во-первых, семена перед посадкой лучше обеззараживать в марганцовке. Если схожесть в двух случаях одинаковая, то выживаемость у обеззараженных семян лучше. Второе, семена высаживать в скорлупе без скорлупы не всходит. Третье, семена лучше высаживать в естественных условиях, так как ростки, высаженные в домашних условиях, нежнее и слабее. Четвертое. Несмотря на вывод первый, мы считаем, что предпочтительнее высаживать максимальное число семян, чем высаживать меньше, но с обеззараживанием. Пятое. Продолжить работу в этом направлении и разработать методику отбора семян для посева. Спасибо за внимание.